Всем привет, дорогие друзья. Надеюсь, микрофон больше не шипит. Все нормально. Сейчас я послушаю. Не шипит, все нормально. Шипит. Шипит он. Шипит, только что не шевелит. Это какой-то позор. Ой-ой-ой-ой. Звук. Звук и запись. Сейчас мы ему его отшипим. Но. И что, шипит? Сейчас я послушаю. Не шипит, все нормально. Шипит. Шипит. Меня прибьет этот микрофон. Меня прибьет микрофон. Так лучше? А Windows — это самая уродская система человечества. Все, что с ней связано, работает плохо. К сожалению, мы обязаны этим пользоваться. Вот. Решил короткий стрим сделать, чтобы с вами пообщаться немножко, рассказать, чего я нового построил, ну и посмотреть, нормально ли работает OBS Studio Нормально ли работает OBS Studio с игрой City Skylines. Расскажу вам, чего нового произошло в городе Лиственнинске за то время, пока мы с вами не играли. Пока 2 человека только, к сожалению. Ну ничего, это такой стрим для самых преданных подписчиков, так что ничего страшного. Начал я строить эту ужасную ерунду под названием Субурбия. Правда, в Субурбии начали вылазить почему-то пятиэтажки. Я не знаю, что они тут делают, если честно. Я хочу проэкспериментировать. Удачен ли американский опыт в заселении частным сектором половины города? Вот, вся эта субурбия будет съезжаться в этот район. Я благополучно перенес промышленный район из центра города. И посмотрим, как выдержит эта дорога маятниковое движение. Более того, я сконструировал уже мост, который будет соединять правый берег, левый берег города пешеходными, трамвайными и автомобильными связями на высокой скорости. То есть тут реальная рабочая пешеходная дорожка, рабочие трамвайные пути и рабочая скоростная трасса. Как бы так. Я знаю, что плохо со звуком. Я ничего не могу поделать. Как там с 3 штыками? Эта игра не хочет строить субурбию и лепит пятиэтажки. Да. Вот. Я здесь мастерил такую недоразвязку с выездами. Эта развязка будет с трамваями. Вот. Построил еще одну станцию, пока что вокзал железнодорожный. Потом это все будет объединено в систему городских электричек. Вот это такой будет аналог местного метрополитена. Вот здесь еще станция. Вот здесь только это более скоростной будет, чем метрополитен. И потом здесь будет в туристическом районе станция. 3 штыка, да? Я забыл про ваши 3 штыка. К сожалению. Вот эту центральную улицу города начал застраивать дальше. Здесь разместилась ветка скоростного трамвая, как вы заметили. И, если кто внимательный, город вышел в плюс. Как бы так. Это тоже будет перенесено потом за черту хорды вот этой. Все будет хорошо.
Здесь потом на горах будет располагаться более элитные многоэтажки. Одноэтажки более элитные на этих горах будут располагаться. Потом вам покажем, что к чему. Ну, вообще здесь такое красивое природное место, поэтому здесь будет круто. Здесь будет еще природный парк и так далее. Давайте пока что у нас очередная большая потребность в зонах. Сейчас начнем застраивать это место. И будем продлевать трамвайную линию. Вплоть до... кстати, да, для связи между районами я построил мост, получается, рельефно. Вот это место такая низина получается. И в этой низине почему промышленный район? Чтобы ветер, так сказать, сверху не дул, а дул, так сказать, снизу в сторону реки. А что такое? Не хватает электричества? Да я вроде столько электричества настроил. Вот. А это будет поверху идти дорога, которая, так сказать, два холма соединяет. Вот в субурбийный этот холм. Ну, и получается субурбийный холм и уже центральную часть города. Такой красивый, достаточно ровный мост. И смотрите, я построил очень-очень мало субурбии, буквально несколько кварталов, и уже гигантское маятниковое движение в центр. Вы представьте, что будет с дорогой, когда мы достроим это все до конца. Это весело. Покажем ошибки американского градостроительства вживьем. А я чуть не въезжаю. Тут рядом ЛЭП, а они без электричества сидят. Так. Будем сейчас строить трамвайную. Что мы делаем сразу? Так это с помощью нашего любимого ТПМПЕ закрываем проезд этим всяким дармоедом, кроме нашего любимого общественного транспорта. В городе вы можете заметить уже несколько таких развязок, где круговое движение, но общественный транспорт и трамвай проезжает по центру без, так сказать, имеет приоритет. Будем продлевать трамвайную ветку туда, красную, потому что красная трамвайная ветка уже существенно отстает. От синей. Синяя уже перевозит по пассажиропотоку как средняя линия метро в сети Skylines, а красная меньше, чем автобусный маршрут, поэтому как бы так. Сейчас с помощью настроек сделаем выделенные полосы. Вот эту полосу. Все вроде правильно. Грей нельзя. Грей звезда нашего шоу, он постоянно что-нибудь сносит, когда я на стриме. Нормально себя кот ведет, пока я не начинаю стрим. Сейчас им сузим дорогу этим автомобилистам. Они-то обрадовали, что 6 полос, а на самом деле это не 6 полос. Сейчас мы им все подключаем. Будет весело. Я думаю, автомобилистам нравится, когда их права ущемляют. Город становится удобнее. А вообще, как картинка? Я понимаю, что звук накрылся опять. Какая скорость у местного трамвая?
Можно много, как вы хочешь, задать. Делаешь ограничение дороги, да, хоть 100 км в час будет. Здесь нету... у транспортного средства можно запрограммировать в этой игре с помощью модов любую скорость. Однако в скоростной трамвай можно сделать как метро, в принципе. Но метро не ездит никогда. Когда говорят скоростной трамвай, все таки ну так и надо минимум 100 км в час, иначе не скоростной. Нет, на самом деле, тоже метро, оно 60-50 км в час ездит, но благодаря выделенности люди доезжают быстрее. Можно по-разному делать. Вот так вот. Все мы сделали. А теперь мы меняем трамвайный маршрут. И повышаем стоимость недвижимости. Я идиот. Я забыл там проложить дорогу. Так, давайте пока что. И так сделать. Вот так сделаем, чтобы было физическое выделение какое-то. Сейчас, подождите секундочку. Анархию, мать порядка включим. ГОСТы отключаем. Так, снипы отключаем. Чтобы все было по-человечески. Делаем пока что временное кольцо трамвайное. Бедная дорога. Ну да ладно. Главное трамвай. Автомобилисты ужмутся. Мы экстремальные урбанисты, правильно? Сейчас тут остановочку. Тут остановочку. Тут остановочку. Моя остановочка, короче. Моя установочка. Вот тут остановочку. Вот тут остановочку. Все, красота. Так, у кого-то не хватает воды. Ничего себе, я забыл кому-то воду провести. Сейчас почитаю ваши комментарии. Смотрите, какие пробки. Они просто... Это эффект туннеля, так. А я кому-то сос дозволил. Надо и сос убрать. Надо и сос убрать. Это случайность. На самом деле, вы не думайте, что я такой экстремальный урбанист, что запрещаю машинам скорой помощи проезжать. В экстренной ситуации они проедут. Вот. В игре, если я правую полосу заблокирую, они слева подъедут в экстренной ситуации и припаркуются. Ничего страшного не будет. Вот с этими домами. Просто обычная ситуация, приоритет, отдается нормальному виду транспорта, общественному. Вот. Поэтому сейчас вот это была периферийная дорога, здесь была промышленность, здесь был край города уже. Сейчас мы это место очистили, здесь уже нет никаких промышленных зон, мусороперерабатывающих заводов. Скоро эти прекрасные холмы превратятся в элитное жилье. Здесь будет небольшой парк. Эта дорога будет одной из главных в городе. Вот. Поэтому как-то так. Как-то так. Ну вот смотрите, здесь вот я, например, 80 километров заложил скорость этому трамваю, но я могу и повысить. Давай с 90. Это мили в час. Показывать ограничение. Все, в километрах в час. Все, 90 километров в час. Сейчас они поедут быстрее. И все будет круто. Увеличиваем, уменьшаем интервалы. Увеличиваем провозную способность. Трамваи, особенно выделенные, их легко масштабировать. Вначале можно запустить слабую систему. Потом прицепить, например, новые вагоны.
Ох, сейчас тут летать начнут. Вот, ну и все. И система начинает жить. Ну, в реальной жизни надо ставить нормальные автоматические стрелки для больших скоростей, нормальную систему укладки. На несколько процентов уменьшился трафик при субурбе, правильно? Вот смотрите. А на сколько? На сколько процентов? Я не знаю, на сколько процентов. Ну, на несколько процентов усел. Ну, смотрите, здесь почти никто еще не живет. Здесь вот по населению, я думаю, пару кварталов вот здесь вот, да? А уже, как видите, мост фактически занят. Ну, едут, трафик есть, то есть. Вот. Так что будет интересно. Я потом-то туда кину трамвайную ветку, но она будет иметь очень малый смысл. Вот. Поэтому потом нам придется, я хочу достроить очень много субурбий, чтобы это все начало бомбить по городу, а потом мы просто уплотним эти кварталы, сделаем их разношерстными, с рабочими местами, и все будет норма. Вот. Покажем, как излечить проблемы. Я сам создаю проблемы и их излечаю. Ну, здесь вот я создал тоже проблему, сквозную скоростную трассу через город. Ну, в принципе, это не такая большая проблема, как какие-нибудь проспекты, типа. Ну, то есть 4 полосы это еще нормально. Ну, вы знаете, что такое проспекты, смесь хайвея с городской дорогой. Ці має сенс худшее робить, бо кожные 100 метров скрыжевания. У трамвая общественного транспорта есть приоритеты, как и железная дорога. Что значит скрыжевание? Он на этих скрыжеваниях маленьких не будет останавливаться. Будет останавливаться автомобиль, и все. У него приоритет. Или вы не понимаете? То есть он быстро летит, и как видите, вот никто его на скрыжевании ему не мешает. А на перекрестках вот этих, на этих перекрестках просто дается приоритет трамвая, специальная система и все. Ну, не знаю, как здесь в игре. Сейчас он стоит, но в основном он попадает в зеленую волну и едет очень долго, как видите. Ничего, трамваи можно приспособить для хорошей провозки людей, большого пассажиропотока при любых, абсолютно любых условиях городских. Это легко изменяемый, масштабируемый вид транспорта в сравнении с метрополитеном. Почему весь мир делает трамвайный ренессанс? Трамвай это будущее. Это транспорт будущего. Это не транспорт прошлого, это транспорт будущего. Ничего не въехал. Что-то вообще не въехал. Бесит меня это. Ну, я потом тут выровняю рельеф, просто надо подход какой-то сделать. Пока здесь бы что. Но потом это будет очень красивая площадь. Мы здесь сделаем какую-нибудь скульптуру. Рядом как раз вид на маленький деловой центр, на набережную. Здесь будет очень красиво, поверьте мне. Кстати, вы не считайте меня за попрошайку, но донатики здесь есть. И донатики озвучиваются автоматически. Я всех благодарю. Светлофоров нема. А можно делать тут приоритет на светофорах. Можно с помощью модов все делать с этими светофорами, что вам нужно. На кольцевых перекрестках я светофоры отключаю. Тогда смысл кольцевых перекрестков, уходит. Ну, здесь вот, 10 машин подождут один трамвай, потому что один трамвай важнее 10 машин. Вот и все. Потому что человек, который купил машину, он ничтожен для города. Человек, который не купил машину, он для города важен. Вот и все. А не наоборот. Я же купил, мне же куда-то парковаться надо. Нет, не надо, парень. Город не для себя строили. Город строили. Вот смотрите, вот такой город. Вот такой прекрасный, удобный город. Не разве его строили для автомобиля? Нет. Его строили для разумного использования транспорта. А для автомобилей строят вот такие города.
Опять школа горит. Ну, и бог с ним. Горит и горит. Уже потушили? Быстро школу потушили. Школьники, наверное, не рады. Ну ладно. А вот такие вот города, это неудобные города. Города для автомобилей, понимаете? Вот такие города. Я знаю, что Геннадию не нравится ночной вид города, а мне он нравится. Извини, Геннадий. Вот. По-моему, я строю красиво. Конечно, скромности мне не убавляет. Смотрите, как светится набережная. И здесь есть высотная доминанта. Видите, в конце каждой улицы должна быть высотная доминанта. Вот. Спасибо большое, Евгений. Смотрите, как хорошо светится вот этот мост. Я, конечно, мог еще подсветки добавить. Бахнуть бы подсветочки сюда. Да ладно, не надо. Этот мост будет очень крутым. Здесь будет и скоростное движение скоростных трамваев, и люди здесь будут ходить. Я все уже тут сделал, приклеил это все. Поэтому скорее я уже застрою этот берег. Здесь будет на этом берегу, в этом углу большой университет. Потом тут будет деловой центр, парк высоких технологий, аэропорт. Очень интересно у меня планы на этот берег, но вначале хотя бы надо субурбийный район достроить. Вот. Последнее, что я буду делать, это наверняка район туризма. Как бы так. Ладненько, ребятки, у меня уже заканчивается время. Налог на авто. Так вот, налог на авто будет платить, введен как раз для того, чтобы меньше автомобилей покупали. Будет введен. Я не про белорусский налог. Введем новый налог. Да, если электричество есть, конечно. Города прекрасны. Смотрите, какой у меня прекрасный город. Какой у меня прекрасный транспортно-пересадочный узел в этом городе. С летающими трамваями. Ну, вы, наверное, видели эти летающие трамваи. Где там трамваи? Геннадий, ты эксперт, вы эксперт. Скажи, пожалуйста, если линия удлиняется, то пропорционально ему начинают выезжать новые трамваи на линию или надо вручную увеличивать? Может, тут интервалы потерялись? Я же не знаю. Эй, я что-то не въехал. Красиво, согласитесь. Трамвайчик возле остановки. Кстати, у этого здания не было подсветки. Это я сам вручную подсветку ставил. Рассвет над европейским городом. Как вам? Эх, нету донатика. Смотрите, как тень красиво падает. Где вы еще такое увидите? Где вы еще такую красоту увидите? В какой карте City Skyline? Кто вам покажет такую красоту в City Skyline? Если честно. Как не я. Даже у Надбар не так красиво. Вот это поворот. Вот это меня занесло, конечно. Сейчас тут трамвайчик проедет. Смотрите, внизу прям трамвайчик под этой исторической башней. Вау, проскочил. А какой-то нарушитель въехал прямо в башню. Ничего себе. Красота. Я думаю, на этой прекрасной ноте можно заканчивать стрим. Ночью Манхэттен, потому что в Манхэттене квартальная застройка, как и во всех нормальных городах. Да, зараз Венера добра башня. Смотрите, машинки себе аккуратненько так в рядочек строятся. Вот какая-то машинка перед трамваем выскочила. Надо ее арестовать. Красивый город, согласитесь. Жалко субурбию строить заводами. Ну надо. Ладненько, все, ребятки. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы меня посмотрели.
Выключаюсь.